Здравствуйте, тетя Маш. Здравствуйте. Как у вас дела? Ничего, нормально. Утро у социального работника Гулькай Газизовны Махмутовой начинается насыщенно, ведь у нее на попечении 14 человек. О каждом из них нужно позаботиться. И не просто сделать свою работу, а вложить в это дело душу. Ведь именно этого от социального работника требует само призвание. Среди обязанностей – поход в магазин за продуктами, оплата квитанций, помощь по хозяйству, общение и моральная поддержка. Вот уже 15 лет Гулькай Газизовна заботится о пенсионерах и дарит им душевное тепло. Сегодня в числе первых она пришла к Минджиян Хаматлатыповне. Женщина-инвалид 3-й группы, живет одна. Прихода социального работника она ждет с нетерпением. Ведь за прошедшие 7 лет они привыкли друг к другу и стали почти родными. Конечно, скучно без нее. Привыкла я к ней. Как привычка, наверное, вот. Как что-то вот кушаешь, без этого нельзя. Так же без нее нельзя. Привыкла как к родной сестре вроде. У Минджиян Хаматлатыповны остались только внуки, которые по мере возможностей посещают бабушку. Несмотря на то, что женщина живет одна, она никогда не унывает. С приходом Гулькай Газизовны делится своими новостями и вспоминает задорные частушки. Где мои 17 лет, и где моя Тужурочка, где мои 3 ухажерок, Петя, Коля, Юрочка. Профессия социального работника не самая оплачиваемая в наши дни, но для многих представителей сферы это компенсируется искренней благодарностью людей. Ведь для многих подопечных социальный работник – единственная отдушина и надежда. Эта работа мне нравится. Приносить это пожилым людям, инвалидам, как бы радость, какой-то проявлять заботу им. С душой и с добротой я отношусь к своим подопечным. Люблю их по-своему, как самых близких людей. Пользуясь случаем, хочу всех своих девочек поздравить. И я для них приготовила такое небольшое стихотворение. С праздником вас, социальные соцработники наши! Счастья, здоровья, радостных дней! Будут в порядке пусть близкие ваши. Вы же гордитесь работой своей. В работе терпение пусть помогает. Сомнения, проблемы и беды уйдут. Пусть вера с надеждой всегда выручает. А дома пускай вас любят и ждут. Таких, как Минджиян Хаматлатыповна, в Сибае около 400 человек. Помимо них за помощью к социальным работникам обращаются многодетные и малообеспеченные семьи. В общем, работа никогда не стоит на месте. Терпения и здоровья всем социальным работникам желают Лиана Кириллова, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина и вся телекомпания СТВ.